А вы думали о том, что драмы и конфликты могут быть настоящим успокоительным для психики? Знаю, звучит абсурдно, и все уже в курсе, что страдания в отношениях это очень болезненно и разрушительно, но на самом деле люди все равно продолжают находиться в нездоровых отношениях, хотя внешне могут желать счастья и спокойствия. Ответ в экономике психики, о которой когда-то говорил еще Фрейд. Для нашего сознания удовольствие– это что-то комфортное, спокойное, радость, тепло, принятие. Но для бессознательного это снижение напряжения до комфортного и привычного уровня. Что это значит? Если с детства комфортным и привычным уровнем напряжения был хаос, дистанция, какая-то неопределенность, непредсказуемость, то надежный мужчина и спокойные отношения просто не дадут вам привычного уровня напряжения, а значит и удовольствия. Наоборот, спокойные отношения начнут вызывать тревогу, мол, что-то не так, как-то слишком тихо и спокойно. Поэтому психика будет стремиться к хаосу, к драме, конфликтам. Не потому что вам это как-то приятно или комфортно, а потому что вашей психике там предсказуемо.